Вице-мэр отметил, что преимуществом такой системы является провозная способность, экологичность, комфортабельность, интегрируемость, разгрузка улиц и безопасное передвижение. Монорельс планируется построить вдоль рек Ала-Арча и Аламедин, поэтому практически исключен снос каких-либо объектов при прокладке и установке опор. Вот если взять из опыта стран, которые буквально недавно запустили данную программу и внедрили именно монорельсовую систему, которая более подходит близко к бишкекцам, которую мы предлагаем. Это опыт Южной Кореи, это город Тэгу. Значит, данные монорельсы, они строились с 2008 года по 2015 год, 7 лет. Общая протяженность 24 километра у них, общее число станций 30. Скорость движения 60-80 километров. Число линий 3. Общая стоимость по открытым источникам 333 миллиона. Растущее население Бишкека, снижение количества общественного транспорта и увеличение автомобилей в городе – все это приводит к проблеме пробкам и заторам на дорогах. Транспортный коллапс уже наступил. Бишкек-главархитектура признает, что дороги столицы рассчитаны всего на 40 тысяч автомобилей. Но их сегодня гораздо больше. И идея с надземным транспортом на сегодняшний день как никогда актуальна. На сегодняшний день актуальность таких идей, концепций, то, что дороги, которые монорельсы для Бишкека, это очень актуально. К сожалению, бюджет у нас не позволяет. В этом году, как вы знаете, утверждали мы 10 миллиардов 980 миллионов. Около 11 миллиардов сомов. В рамках этих денег, конечно, это невозможно даже представить. А в идее, в будущем, я очень надеюсь, что в рамках закона о ГЧП эти проекты, концепции реальны для реализации. Для реализации такого проекта нужны огромные деньги. Ведь по сути это дорогостоящий и долгосрочный проект. Автор проектов многих торговых центров столицы, архитектор Едгар Касымов, уверен, что если надземный транспорт не будет эффективным в работе, то как минимум будет как хорошее начало для развития города. Во-первых, это может стать фишкой в городе. Это может дать людям, горожанам понимание того, что город все-таки развивается, что у нас все будет хорошо. То есть это может людей в каком-то плане вдохновить. Как жителей, так и тех людей, которые участвуют в таких проектах, аналогичных проектах. Кто-то, может, свой проект уже на полку отложил, о котором мы даже не знаем. Увидев этот, он его достанет, начнет работать, начнет вкладываться. Инвесторы увидят, что город развивается, то есть инвестиционный климат улучшится. То есть этот монорельс, он просто толкнет город дальше. Это будет хорошая затравка. Можно посадить хорошее зерно, грубо говоря, для развития. На самом деле русло рек, которые есть в Бишкеке, несут в себе некую экологическую нагрузку, уверена член наблюдательного совета общественного фонда «Городские инициативы». По ее словам, строительство монорельсовых дорог в русле рек достаточно проблематично. Оно достаточно проблематично, потому что будут многочисленные суды с частными владениями вдоль этих рек. Да? Это первое. А второе, нужно выдерживать обязательно технологический проезд. Стоит отметить, монорельс – это разновидность рельсового транспорта. Форма эстакадного транспорта, где подвеска выполнена нетрадиционным способом, то есть без двух несущих рельсов, что обеспечивает скоростное передвижение. Напомним, что вопрос о строительстве монорельсовой дороги в столице поднимался в 2006 году. Спустя 8 лет сообщалось, что мэрия начала проработку вопроса. В 2016 году Бишкек-главархитектура также заявила, что в генеральном плане развития города до 2025 года предусмотрено строительство монорельсовой дороги. Азамат Кинжешев, Тынчтык Кульбаев, Нью ТВ.